Держитесь за свое сердце, потому что на горизонте маячит что-то большое, и оно не затрагивает никого, кроме вас. Правильно, будьте готовы, потому что очень скоро вы сыграете эпизодическую роль в чем-то, что происходит за кулисами. На мгновение оно окутано тайной, но вскоре занавес поднимется, и вы окажетесь на свете, как никогда раньше. Заинтересованы? Вы должны быть. Давайте разберемся с этим вместе и посмотрим, куда нас заведет этот неожиданный поворот, прежде чем двигаться дальше. Оставьте комментарий «Да», если вы верите в Бога и поможете поддержать нас, посмотрев суперчаты или это полное видео. Сегодня ангел разговаривает напрямую с вами, раскрывая невероятные события, происходящие за кулисами. Ваше имя будет прошептано тому, кто сможет стать катализатором перемен в вашей жизни. Ангел, как его адвокат и агент, защищает интересы этого влиятельного человека. С каждым упоминанием вашего имени колеса судьбы приходят в движение, звезды выстраиваются в ряд, чтобы организовать серию случайных событий. Эта невидимая рука работает на заднем плане и неустанно трудится, открывая путь возможностям и благословениям в вашей жизни. Поскольку ангел защищает вас, доверьтесь его руководству и примите путь развития с верой и оптимизмом. Знайте, что вы не одиноки в этом стремлении, ангельские силы поддерживают вас и предлагают свою непоколебимую поддержку и поддержку. Под руководством своего ангела переживите этот момент с изяществом и уверенностью, зная, что Вселенная работает в вашу пользу. Будьте открыты возможностям, прежде чем ветер перемен подует в вашем направлении, принеся с собой обещание новых начинаний и безграничных возможностей. Возможно, вы шепчете свое имя на ухо тому, кого еще не встретили, или тому, кого уже знаете. Оставайтесь открытыми для новых отношений и опыта, потому что они являются ключом к раскрытию вашего полного потенциала. Ангел идет рядом с вами и ведет вас в светлое будущее, полное возможностей и возможностей. Доверяйте процессу и знайте, что каждая встреча, будь то с незнакомцем или знакомым лицом, может существенно изменить ваше путешествие. Подходите ко всем взаимодействиям с открытым сердцем и разумом, позволяя себе быть восприимчивыми к мудрости и проницательности, которые предлагают другие. Помните, что ангел всегда рядом с вами, предлагая руководство и поддержку на каждом этапе пути. Доверяйте развитию событий, зная, что каждый опыт – это ступенька к вашему окончательному росту и самореализации. Оставаясь открытыми для новых отношений и опыта, вы приглашаете Вселенную действовать в вашу пользу, создавая возможности, соответствующие вашему высшему благу. Доверьтесь процессу и позвольте мудрости ангела вести вас на пути к осуществлению ваших мечтаний и амбиций. У ангела есть для вас чудесные вещи, особенно когда дело касается вашей внешности. Вскоре вы появитесь на шоу знаменитостей с посланием от ангела, которое может радикально изменить вашу жизнь. Приготовьтесь, ведь скоро вы окажетесь в центре внимания и попадете в звездную программу. Ангел подтверждает, что ваше самое большое желание скоро сбудется, и ваше путешествие примет чудесный оборот. Делясь с вами этим откровением, ангел подтверждает, что ваши таланты и способности в каждой области являются ключом к продвижению вас вперед в этой захватывающей возможности. Примите этот момент с энтузиазмом и готовностью, поскольку он представляет собой значительный шаг вперед на жизненном пути.
Доверьтесь руководству своего ангела и развитию событий, зная, что оно приведет вас к будущему, полному успеха, реализации ваших мечтаний. Будьте готовы к всеобщему вниманию, потому что ваше время блистать быстро приближается. Используя свои таланты, используйте эту возможность, чтобы продемонстрировать свои навыки и произвести неизгладимое впечатление на зрителей. Послание ангела служит знаком надежды и ободрения, переводя вас в следующую главу вашего замечательного путешествия. Ангел хочет, чтобы вы знали, ваше следующее выступление со знаменитостью привлечет к вам всеобщее внимание. Ваши удивительные дары и таланты – это то, что мир любит видеть и готов праздновать. Эта возможность не просто удача, а результат вашего упорства и трудолюбия. Уникальный блеск, который вас выделяет, привлек внимание ангела и подготовил почву для этого знаменательного момента. Даже если ваш талант приносит вам радость и удовлетворение, ангел подчеркивает, что им тоже нужно делиться с миром. Когда вы выйдете на сцену звездного шоу, люди со всего мира оценят вашу щедрую и талантливую душу. Воспринимайте этот момент как возможность проявить себя и вдохновить других своими дарами. Ваше присутствие на шоу послужит маяком надежды, демонстрируя способность человеческого духа преодолевать препятствия и достигать величия. Так что сияйте и примите эту возможность с распростертыми объятиями, потому что мир хочет, чтобы вы вышли на сцену судьбы. Вы и ваши близкие мне дороги, как здесь, на земле, так и на небесах. Ангел направляет вас четким посланием утешения и поддержки, обещая, что ваш выдающийся талант тронет сердце и окажет долгосрочное влияние на мир. Новообретенная слава, которую вы испытываете, отражает обилие благословений, которые вас ждут. Ангел также объясняет ваше финансовое положение, гарантируя больший денежный поток и изобилие в ближайшем будущем. Ваш признанный талант не только принесет вам славу и богатство, но и окажет вам большую поддержку на этом пути. Ангел, как небесный посланник удачи, проведет вас через этот переходный этап, благословляя вас силой, выносливостью и прочной связью с духовными энергиями, которые направляют ваше прекрасное путешествие. Важно помнить, что ваш талант – это дар, а признание, которое он получает, свидетельство вашего упорного труда и преданности своему делу. Примите это путешествие с благодарностью и смирением, зная, что Вселенная сходится к вашему благу. Признание вашего таланта действительно является свидетельством ваших уникальных способностей. Ангел призывает вас принять этот момент с благодарностью и смирением. Пока на вас светит всеобщее внимание, важно оставаться верным себе и сути таланта, который привел вас сюда. Пока вы готовитесь к этой необычной главе своей жизни, ангел призывает вас использовать вновь обретенную платформу, чтобы вдохновлять и воодушевлять других. Ваш путь – это не только личный успех, но и положительное влияние, которое вы оказываете на тех, кто восхищается вами и смотрит на вас. Ангел видит в вас, что вы можете быть источником вдохновения и мотивации для других. Благодаря своему таланту и своему влиянию вы можете изменить жизни многих людей. Примите эту ответственность с достоинством и состраданием, зная, что ваши действия могут вызвать волновой эффект позитива и перемен. Оставайтесь верными своим основным ценностям и принципам, преодолевая трудности и возможности, с которыми вы сталкиваетесь.
Пусть ваш свет сияет и освещает путь другим. Под руководством и поддержкой вашего ангела вы сможете продолжать расти и процветать, оставляя после себя неизгладимое наследие вдохновения и надежды. С этим осознанием приходит ответственность распространять позитив и поддержку по мере того, как вы входите в славу. Ангел организует для вас главу богатства, признания и славы. Пусть благословения ангела направляют и даруют божественную благодать, которая сопровождает жизнь, предназначенную для величия. Ваш подарок станет ярким маяком, освещающим путь другим. Ангел здесь, чтобы убедиться, что благословения сопровождают вас на каждом этапе пути. Поэтому прими блага ангельские, ибо имя Твое вполне известно и признано божественным. Доверяйте планам, составленным для вас, потому что они полны целей и перспектив. Позвольте себе руководствоваться мудростью и благодатью ангела, идя по своему пути с верой и благодарностью. Принимайте дарованные вам блага, зная, что Бог поддерживает и питает вас. Отец говорит сегодня: отпустите прошлое, простите тех, кто причинил вам боль, отпустите все обиды, благословите их и двигайтесь вперед к будущему, которое я приготовил для вас по мере развития вашей судьбы. Отец говорит сегодня: выйди из тени вчерашнего и воссияй светом, которым я осветлю твой путь. Это путь, ведущий к исполнению самых заветных желаний и осуществлению ваших самых больших мечтаний. Отпустите любые сомнения и страхи, пока я веду вас в будущее, полное радости, изобилия и удовлетворения. Доверьтесь моему божественному плану для вашей жизни и делайте смелые шаги к своей мечте. Встречайте каждый новый день с надеждой и предвкушением, зная, что я с вами на каждом этапе пути. Ваше прошлое не определяет вас. Это всего лишь ступенька на пути к славному будущему, которое вас ждет. Так что оставьте бремя вчерашнего дня и с уверенностью идите в светлое будущее, которое я для вас приготовил. Ваша судьба зовет вас, и я здесь, чтобы вести вас к ее осуществлению. Ходите в моей любви и свете и наблюдайте, как чудеса разворачиваются в вашей жизни. Я мечтал о тебе о больших мечтах, дитя мое, и я мечтал и о тебе, о самом высоком и лучшем. Он сделал невозможное возможным, не какой-то выцветший гобелен, окутанный воспоминаниями, а смелые и яркие видения, в которых сияют возможности. Не смей позволить гордости приковать тебя к пыльному зеркалу, отражающему прошлые триумфы. Предлагаю полотно с красками будущих побед, каждая из которых вдохновляет предыдущую. Мимолетная слава прошлого, за которой вы иногда гоняетесь в эхокамере своего разума, всего лишь лужа по сравнению с океаном, который я расстилаю перед вами каждое утро. Я рисую небо обещанием нового начала, пустой страницей, на которой ваша история разворачивается в славных главах. Не позволяйте шепоту сомнений, исходящим от невзгод и разочарований, осквернить ваше сердце ложью о том, что ваши самые яркие дни – это ушедшая эпоха. Эта дьявольская мелодия, ядовитая колыбельная, призванная ввергнуть вас в отчаяние. Прошу вас сегодня сбросить с себя изорванные одежды земного мышления и сеченные нитями страха и сожаления. Наденьте мое одеяние славы, сотканное из нитей надежды и цели. Пусть мой взгляд освещает твои глаза, моя радость будет твоей мелодией, моя сила будет твоим щитом. Выбрось укоренившиеся лавры вчерашних побед, дитя мое, им нет места в саду,
которые я возделываю в твоей душе. Стряхни с себя пыль сомнений, дитя мое, встань с рассветом этого нового дня, дня полного возможностей, дня полного обещаний моей любви. Я скульптор, а ты глина, гибкая и совершенная в моих руках. Позвольте мне превратить вас во что-то чудесное, что-то, что отражает суть моей славы. Перестаньте цепляться за угасающий свет прошлых триумфов. Позвольте мне быть вашим путеводным светом и вести вас в сердце будущего, пылающее огнем моей любви. Поверь мне, дитя мое, выйди из тени, открой глаза и позволь мне раскрасить небо и землю твоими шедеврами. Стихия складывается в вашу пользу, многие обстоятельства решаются в вашу пользу. Провозгласите обильное обеспечение, свободу от долгов, небесную мудрость и благословение для вас и вашей семьи. Осознайте, что правильное божественное наследие не случайно. Еще до того, как вы были созданы, вас ценили и любили. Бог приготовил для вашего путешествия множество чудес, и величайшее из этих благ – вечная любовь. Ваши случайные ошибки не злят и не отталкивают Бога от вас. Несмотря на ваши ошибки, даже ваши грехи, Божественное не оставит вас. Мы очень ценим ваше искреннее раскаяние и честность в возвращении в объятия Божьи. Сохраняйте дух спокойствия, мягкости поведения и ясных мыслей даже во время падения. Встаньте с верой и доверием, никогда не позволяйте смертным судить вас, потому что никто в мире не имеет на это права. Приходите в божественное присутствие каждый день со смиренным сердцем, готовым слушать и учиться. Усилия в этом направлении будут благословлены с избытком. Возможно, вас не интересуют материальные блага, но вы ищете благословений и защиты для своей семьи, которых следует давать в изобилии. Будьте готовы без страха пройти в открытые двери, ведь чудеса случаются и в сверхъестественной сфере. Новые люди, возможности и ситуации, которые кажутся проблемными, становятся благословениями, приносящими мир в ваш дом. Помните, что самые лучшие и первые вещи уже ваши. Доверьтесь божественной любви и найдите утешение в божественных объятиях, поскольку Божественное контролирует вашу жизнь и постоянно наблюдает за вами. Не бойтесь трудностей, ведь Божественное присутствие дает защиту от проблем. Многие проблемы, с которыми вы столкнетесь, будут решены быстрее, чем вы думаете, а ответы придут вовремя. Каждое утро обращайте внимание на божественное руководство, потому что, когда вы верите в Божественное, все находятся под контролем. Представьте себе, что вы отправляетесь в путешествие по неизведанному ландшафту, где каждый шаг вперед делается верой, а каждый вздох – это шепот надежды. Это путешествие характеризуется невидимыми проблемами, связанными с высокими вершинами или огромными океанами, а внутренней борьбой, с которой мы сталкиваемся. Он отмечен моментами сомнений, страха и неуверенности, которые искривляют наш путь. Однако не в эти моменты открывается глубокая истина, свет надежды во тьме. Бог за нас, Он – компас, который ведет нас, свет, освещающий наш путь, и сила, которая ведет нас вперед. Сегодня мы погрузимся в понимание того, как найти силы в Господе и быть уверенными, что Он никогда нас не подведет. Я также молюсь вместе с вами мощной молитвой во могущественное имя Иисуса, так что оставайтесь до конца и откройте свои сердца, чтобы получить благословение этой молитвы. В Исаии 41,
10 мы находим обетование, которое нас закрепляет: «Не бойся, ибо я с тобой, не ужасайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, да, я помогу тебе, я помогу тебе. Поддержу тебя своей истинной правой рукой». Это стихотворение не просто утешительная мысль, в этом суть Божьего обещания, данного нам, уверенность в том, что каким бы ни было путешествие, мы никогда не останемся одни. Вместе мы находим инструменты, позволяющие преодолевать неопределенность жизни, укрепляясь осознанием того, что присутствие Бога всегда с нами. Теперь, путешествуя по жизни, мы часто сталкиваемся с местами, которые проверяют нашу веру в решение. В эти моменты неопределенности у нас может возникнуть ощущение, будто мы путешествуем в густом тумане, каждый шаг неопределен, каждое решение сопряжено с возможностью ошибки или риском совершить ошибку. Однако именно в эти моменты уязвимости Божье обещание быть с нами, направлять и укреплять нас становится наиболее конкретным. Путь жизни непредсказуем. Мы сталкиваемся с, казалось бы, непреодолимыми проблемами, кажущимися неразрешимыми проблемами и, казалось бы, неразрешимыми вопросами. В эти времена, когда нас окружает туман неуверенности, тяжесть нашей собственной слабости становится наиболее очевидной. Однако сила присутствия Божьего также сияет ярче всего в эти времена. История Давида и Голиафа, рассказанная в Дни Царств в 17 часов 45 минут, служит мощным напоминанием об этой истине. Давид обратился к великану и сказал: «Ты приходишь ко мне с мечом, копьем и копьем, но я прихожу к тебе во имя Господа Бога Саваофа, Бога воинства Израилева, которым ты владеешь». Уверенность Давида исходила не от его собственных способностей, а от его веры в Божью силу. Подобно Давиду, мы призваны противостоять гигантам в нашей жизни не со страхом, а с осознанием того, что Бог с нами, и если это будем мы. Преодолеть силу. Это путешествие по жизни с ее взлетами и падениями. Это не путешествие в одиночку, а путешествие вместе с Богом как нашим постоянным спутником. Его обещание быть с нами – это не только гарантия присутствия, но и активная поддержка. Есть сила и моменты слабости, дает веру во времена сомнений и дарует покой в трудную минуту. В Филиппийцам 4 часа 13 минут прекрасно сказано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Этот стих указывает на преображающую силу Божьей силы в нашей жизни и напоминает нам, что независимо от проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы не можем преодолеть их своими собственными силами, а силой, которую дал нам Христос. Преодолевая неопределенность жизни, помните, что мы не одиноки. Туман сомнений и страха иногда может омрачать наш путь, но свет Божьего присутствия – это постоянный путеводитель, Его Слово – это компас, который ведет нас, а Его сила – это фундамент, на котором мы можем держаться. Приняв этот путь, давайте приблизимся к Богу, на каждом шагу ища Его руководства и силы. Давайте доверимся Его обещанию быть с нами, укреплять нас и поддерживать нас. И при этом давайте утешаться тем фактом, что с какими бы трудностями мы ни столкнулись, мы путешествуем со всемогущим Богом, который никогда не подведет нас. Давайте теперь рассмотрим практическое значение Божьей благодати и руководства, а также то, как Его присутствие позволяет нам противостоять жизненным трудностям с силой и уверенностью. Путешествуя по жизни, мы часто чувствуем, что путешествуем по огромной, неизвестной пустыне.
Местность неровная, дороги не обозначены, пункт назначения кажется далеким. В эти моменты неопределенности и борьбы присутствие лидера может иметь значение, лидера, который не только знает путь, но и идет с нами, предлагая поддержку, ободрение и руководство. Этим проводником является Бог, и Его обещание быть с нами доказывает Его постоянную поддержку. Рассмотрим слова из Римлянам 8 часов 31 минута, в которых смело говорится, что нам сказать об этом. «Если Бог за нас, кто против нас?» Это стихотворение не просто риторический вопрос, это декларация божественной поддержки. Оно уверяет нас, что если Бог будет на нашей стороне, проблемы и враги, с которыми мы сталкиваемся, потеряют над нами свою власть. Пусть знание о том, что для нас является Творец неба и земли, наполнит наше сердце смелостью и уверенностью в наших шагах. Эта простая истина меняет всех. Это означает, что с чем бы мы ни столкнулись, мы не подавлены, потому что наш Бог больше, чем наша борьба. Зная это, мы можем противостоять чему угодно и знать, что мы всегда находимся в сильной позиции перед Богом. Эта безопасность помогает нам твердо стоять на ногах, что бы ни случилось, и знать, что мы никогда не останемся одни или без помощи. Эта уверенность в том, что Бог с нами, не означает, что наше путешествие будет без проблем. Скорее, это напоминает нам, что когда мы сталкиваемся с препятствиями, нам не обязательно преодолевать их в одиночку. Битвы, в которых мы участвуем, ведутся силой Бога, а победы, о которых мы заявляем, одержаны Его силой. Как опытный проводник ведет путника по коварной местности, так и Бог ведет нас, давая мудрость и силу ориентироваться в сложностях жизни. Практическое применение этой истины можно увидеть в нашей повседневной жизни, когда мы сталкиваемся с решениями, которые нас сбивают с толку. Божья мудрость может вести нас. Когда мы сталкиваемся с ситуациями, которые угрожают сокрушить нас, Его силы достаточно, чтобы поддержать нас. А когда мы чувствуем себя изолированными или покинутыми, Его присутствие становится постоянным спутником, предлагая комфорт и покой. Но какую пользу мы можем получить от этой божественной поддержки? Ключ лежит в наших отношениях с Богом. Так же важно, как общение между путешественником и его проводником, так же важны и наши отношения с Богом. Молитва становится средством, посредством которого мы выражаем свои страхи, надежды и потребности. И через изучение Его слова и руководство Святого Духа мы получаем понимание Его характера, Его обещаний и Его воли для нашей жизни. Более того, путь веры требует веры. Ангелы сообщают вам нечто шокирующее об интересующей вас женщине, но она сосредоточена на учебе. Будьте осторожны, чтобы не усложнить ситуацию из-за недопонимания. По крайней мере, поделитесь этим посланием с теми, кто оказался на грани этой сложной ситуации. Если вы ищете знак защиты и путь к личному освобождению, наберите 1919. Этот мощный призыв вселяет надежду в ваше сердце, особенно у тех, кто желает изобилия и удовлетворения в своей жизни. Пусть этот месяц станет свидетелем той щедрости, которая вас ждет. Бог предупреждает вас о надвигающемся предательстве в вашей жизни. Очень важно, чтобы ты встретил это зло до конца, чтобы больше ничего не мешало, сын мой. Когда вы просыпаетесь грустным и обеспокоенным, молитесь, потому что Бог слышит вас и исцелит вас.
В конце концов, только Он знает ответ. Сегодня Бог удаляет всю вину из вашей жизни, показывая, что вы способны исцелить и преодолеть все зло и опасности, которые когда-либо окружали вас. Но прежде чем вы сможете испытать это освобождение, вы должны осознать все свои грехи. Я искренне надеюсь, что, когда вы уедете отсюда, вы затронете этот аспект своего путешествия. Ангелы предупреждают вас, что смерть пытается войти в вашу жизнь, заняв очень особенного человека, которого вы очень цените. Если вы хотите избежать этой участи и изменить свое сердце, чтобы не оказаться на этом трудном перекрестке, когда вы меньше всего этого ожидаете, единственный способ попасть туда – поделиться этим сообщением. Теперь введите 40-40. Это поможет вам отвлечь силы, которые пытаются вас потерять, и разрешить любую враждебность вокруг вас, чтобы они не обвиняли вас во всем. Всегда разумно принимать правильные решения до того, как определенная ситуация ухудшится. Он всегда ищет врага, который крадет жизни уязвимых людей и манипулирует институтами, которые он предоставляет, чтобы обмануть их иллюзиями. И если вы хотите вырваться из этого цикла, оставить часть своего прошлого позади и воспользоваться последним шансом, который предлагает Педро, вы будете спасены. У Бога большие планы на ваше путешествие, и если вы стремитесь к общественной жизни, процветанию и внутреннему миру, хорошо проводя время и переживая что-то новое, вы можете быть уверены, что Он никогда не оставит вас в ваше время. Однако я могу начать писать оригинальное предложение и дать первые строки. Вы можете повторить или дополнить своими мыслями и словами. Давайте начнем открывать глубочайшие тайны существования и бодрствовать. Примечание 7070 как важное напоминание о необходимости избавиться от негативных мыслей и сосредоточиться на настоящем моменте. Отпустите несчастье прошлого и примите будущее, полное неограниченных возможностей. А божественное присутствие – источник всего света и любви. Пожалуйста, оставьте ваша защитная мантия окружает всех нас, ваших детей, на этом жизненном пути. Пусть силы Вселенной выровняются и направляют наши шаги на пути к миру, мудрости и пониманию. С каждым вздохом мы жаждем ощутить ваше утешающее присутствие, рассеивающее тени сомнений и страхов, наполняющее наше сердце надеждой и мужеством. Дай нам силы противостоять буре, спокойствие, чтобы принять то, что мы не можем изменить, и мудрость, чтобы распознавать уроки в каждом вызове. Мы просим Тебя защитить нас своим невидимым светом, отражающим весь негатив и опасности, чтобы наши умы были крепостями позитивных мыслей, куда не находит проникновения борьба, а наши сердца были святилищами любви и сострадания, излучающими доброту и понимание для каждого. Те, кто вокруг нас. Защитите наши семьи и близких, окутайте их щитом любви и мира. Пусть здоровье, благополучие и радость будут постоянными спутниками их жизни, и пусть они найдут прибежище и силу в вашей бесконечной мудрости во времена неопределенности. Если близкий человек сталкивается с экстремальными трудностями, даже со смертью, позвоните по номеру 6565, чтобы получить помощь и защиту. Это сообщение – призыв сказать спасибо. Даже в самые мрачные времена Бог призывает нас отказаться от старых привычек и ценить драгоценные моменты, которые у нас есть, несмотря на трудности. Благослови наши дома,
сделай их оазисами гармонии и безопасности. В его стенах мы можем найти утешение, поддержку и сладкий покой осознания того, что мы находимся под вашей любящей опекой. Распространите свою защиту на нашу планету, наш великий дом. Помогите нам заботиться о нем с уважением и любовью, признавать святость всех форм жизни, живущих в нем, и неустанно трудиться ради сохранения и мира. В этот момент молитвы мы возносим к Тебе свои мысли и сердце, веря, что Твой свет неугасим, Твоя сила несокрушима и Твоя любовь бесконечна. Будь таким сейчас и всегда. Мы просим защиты от зла, которое приближается к нашему дому, как далекая буря на горизонте. Мы чувствуем, что проблемы и перемены стучатся в нашу дверь для возрождения и исцеления в 2024 году. Войдите в 2020 год раз и навсегда, чтобы убрать все мошенничества со своего пути. Сосредоточьтесь на светлом будущем и отпустите все, что больше не служит вашим целям. Мы смиренно и с верой молимся, чтобы ваша сильная рука была поднята как щит против сил, желающих нарушить мир в нашем доме. Позвольте негативным намерениям раствориться, когда они найдут преграду на пути к вашей любви и свету. Отправьте ангелов своей воле расположиться лагерем в нашем доме, образуя неприступную крепость против всей негативной энергии. Пусть Твои крылья будут стеной от зла, а глаза Твои – знаками, отгоняющими тьму. Пусть высшая мудрость поможет нам распознавать предупреждающие знаки и действовать осторожно и осторожно. Облегчите свой разум, чтобы предвидеть трудности и подготовиться встретить их смело и с комфортом. В моменты сомнения или страха укрепите нашу веру и доверие к вам, чтобы мы не позволили себе поддаться панике или отчаянию, а нашли в вас твердую скалу, на которой мы можем закрепиться. Давайте защитим свой разум, сердце и душу, чтобы нас не сотрясали негативные вибрации. Внушайте непоколебимую веру в свою защиту, веру, которая не поколеблется, несмотря на величайшие невзгоды. Примечание 25-25 для полного восстановления. Доверяйте Божьему выбору времени, доверяйте Его обещаниям и доверяйте Его характеру. Это доверие, которое строится с течением времени на основе опыта, свидетельствующего о Божьей верности и благости. Каждое преодоленное испытание и каждая удовлетворенная потребность служат вехой на нашем пути веры, укрепляя нашу веру в Бога и Его заботу. Хотя это путешествие личное, оно также является общим. Как верующие, мы являемся частью религиозного сообщества, семьи попутчиков, которые разделяют с нами этот путь. Это сообщество предлагает поддержку, поощрение и ответственность, напоминая нам, что мы не одиноки на своем пути. В этом сообществе мы находим возможности делиться своими историями, праздновать наши победы и подбадривать друг друга во времена борьбы. Когда мы размышляем об уверенности в том, что Бог за нас, давайте также подумаем об ответе, которого Он требует от каждого из нас, о ответе веры, доверия и послушания. Вера в то, что Бог является тем, кем Он себя называет, уверенность в том, что Он выполнит то, что обещал, и послушание Его указаниям и повелениям. Именно благодаря этому ответу мы ощущаем полноту Божьей поддержки и руководства в нашей жизни. Поэтому давайте возьмем с собой уверенность в том, что Бог действительно за нас. Пусть эта истина укрепит нас во времена неопределенности, укрепит нас во времена слабости
и направит нас во времена принятия решений. Потому что, когда Бог на нашей стороне, нам нечего бояться. Помните, дьявол – лжец. Давайте двигаться вперед с верой, будучи уверенными в том, что с чем бы мы ни столкнулись, мы сталкиваемся с этим не в одиночку. Бог с нами, Он за нас, и через Него мы больше, чем победители. Давайте теперь обратим наше внимание на преобразующую силу принятия Божьей силы в нашу жизнь. В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с различными формами противоречий, моментами, которые проверяют нашу веру, бросают вызов нашей решимости и иногда угрожают сокрушить нас. Именно в эти моменты раскрывается истинная глубина нашей веры в Бога. Осознание того, что одних наших сил недостаточно, не дает нам повода для отчаяния, а скорее побуждает полностью положиться на силу, которую дал нам Бог. Эта уверенность в божественной силе не признак слабости, а свидетельство того, что мы понимаем, в чем заключается наша истинная сила. Слова апостола Павла во 2 Коринфянам 12, 9-10 глубоко напоминают нам об этой истине: «Довольно для меня благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Поэтому я предпочитаю хвалиться своими слабостями, чтобы сила Христова могла сойти на меня. Когда я слаб, я силен. Это, казалось бы, противоречивое утверждение подчеркивает суть христианской силы. Мы гордимся не своей силой, а Божьей. Наши слабости и препятствия становятся возможностями для того, чтобы Божья сила и благодать сияли в нашей жизни. Принятие Божьей силы требует изменения отношения. Это значит смотреть на наши проблемы через призму веры и осознавать, что для Бога не существует непреодолимых препятствий. Это изменение не отрицает реальности нашей борьбы, но ставит ее в контекст с большей силой и целью Бога. Это еще раз признание того, что наше путешествие по жизни совершается не в одиночку, а в сотрудничестве с Божественным, где наши усилия укрепляются и завершаются силой Бога. Это божественное партнерство позволяет нам встретить жизненные трудности с другим духом. Вместо того, чтобы ошеломляться масштабами наших проблем, нас воодушевляет знание того, что Бог с нами, сражается за нас, и через Него мы одержали победу. И помните, это не значит, что у нас нет трудностей или что наша вера не подвергается испытаниям. Это означает, что в разгар нашей борьбы у нас есть бесконечный ресурс, никогда не иссякающее мужество и верная надежда на победу. Когда мы живем в силе, которую дает Бог, это также оказывает большое влияние на то, как мы относимся к другим. Это заставляет нас раздвигать границы возможного и действовать с состраданием, смелостью и убежденностью. Когда мы испытываем силу Божию в своей жизни, это побуждает нас быть проводниками Его любви и благодати в окружающем нас мире. Наша борьба, когда-то рассматриваемая как личная борьба, дает возможность утвердить Божью силу и дать надежду другим, кто сталкивается с аналогичными проблемами. Друзья мои, давайте также помнить, что наш Бог неизменен и бесконечен по своей природе. Его постоянная любовь и преданность – наш постоянный спутник в любое время года. Чтобы по-настоящему понять, что Он за нас, мы должны также понять, что Он никогда не оставит нас. И если мы это сделаем, мы должны понять Его характер. Бог не похож на людей, которые дают обещания только для того, чтобы нарушить их, когда обстоятельства меняются. Божьи обещания также непоколебимы, как и Его природа.
Когда ты обязуешься быть с нами, ты имеешь в виду вечность. Эта безопасность позволяет нам быть уверенными, что Он рядом с нами, и противостоять неопределенностям и трудностям жизни со спокойным сердцем и стойким духом. Когда мы знаем, что с чем бы мы ни столкнулись, Божья поддержка остается постоянной и преобразующей. Знание того, что Бог никогда не подведет нас, меняет наш подход к каждому аспекту нашего существования. Это позволяет нам делать смелые шаги веры, мечтать о многом и следовать назначенной Богом судьбе, не опасаясь быть покинутыми. Когда мы спотыкаемся или падаем, что неизбежно случается, это обещание дает нам силы подняться, отряхнуться и продолжать идти. Это напоминает нам, что наши ошибки не определяют нас в глазах Бога, скорее, Его дальнейшее присутствие доказывает нашу собственную ценность и потенциал. Давайте и впредь будем уверены, что независимо от того, с какими испытаниями мы столкнемся или на какие горы нам придется подняться, присутствие и поддержка Бога гарантированы. Бог за нас, Он с нами всю дорогу. Его обещание верно, как рассвет, каждый момент сомнения, каждый сезон борьбы и каждое празднование победы. Помните, наш Бог никогда не подводит нас. Друзья мои, давайте нести с собой утверждающую истину, которая находит отклик в центре нашего послания. Бог рядом с вами, будьте сильны в Господе. Ты никогда не оставишь меня. На каждом этапе своего путешествия, сквозь взлеты и падения, помни, что ты никогда не будешь идти один. Господь стоит рядом с вами как стойкий лидер, предлагая свою силу, любовь и непоколебимую поддержку. Пусть эти знания наполнят вас мужеством и надеждой. Когда вы сталкиваетесь с горами жизни, вы смотрите на Него, черпаете из Его бесконечной силы и уверенно идете вперед, потому что в Господе вы имеете непоколебимую поддержку, и вместе с Ним вы не только столкнетесь с жизненными трудностями, с терпением, но с терпением, с победой. Будьте сильными в Господе, мои дорогие друзья, ибо Он никогда не подведет вас. Теперь всем, кто слышит мой голос, обратимся к Господу в молитве. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы получили все благословения в этой молитве. Помолимся нашему милостивому и любящему Богу. Небесный Отец, всемогущий Бог, я прихожу к Тебе с сердцем, полным благодарности и хвалы. Я признаю Твое величие и владычество над всем творением. Ты — скала веков, царь царей и Господь господствующих, достойный всякой славы, чести и хвалы. Ваша сила не имеет себе равных, ваша мудрость и любовь безграничны. Я люблю Тебя, Господь, таким, какой Ты есть, моя сила, мой Спаситель и моя сила. Господь, я благодарю Тебя за дар жизни и бесчисленные благословения, которые Ты излил в мою жизнь и жизнь моих близких. Я благодарю Тебя за Твои милости, которые обновляются каждое утро, и за Твою милость, которая поддерживает меня. Спасибо за Ваше постоянное присутствие и за то, что Вы были рядом со мной во всех моих победах и победах. Господи, я прошу прощения за мои грехи, за те времена, когда я был лишен Твоей славы. Я также предпочитаю прощать тех, кто причинил мне боль, отпуская горечь и гнев в своем сердце. Очисти меня, Господи, и Дух правый обнови во мне. Отец, я выполняю Твои обещания и черпаю силу из Твоего слова.
Могучим именем Иисуса я заявляю, что ни одно оружие, созданное против меня, не будет успешным. Я запрещаю духу страха, сомнения и разочарования, связываю их во имя Иисуса и заявляю, что в моей жизни есть вера, надежда и любовь. Господи, дай мне сил быть сильным в Тебе и в силе Твоей власти. Наполни меня мудростью, мужеством и силой, чтобы противостоять жизненным битвам, зная, что с Тобой победа неизбежна. Я постановляю исцелить мое тело, разум и дух во имя Иисуса. Я молюсь за Ваши исцеляющие прикосновения к моим близким. Мой могущественный Бог, я противостою всем атакам врага. Я молюсь против болезней, депрессии, нехватки финансов и раздоров. Я требую защиты надо мной и моими близкими и прошу Вас защитить нас от всякого вреда и направить наши шаги. Благослови нас, Отец, Твоей благодатью и миром, и пусть Твоя исцеляющая рука коснется всех областей нашей жизни, которые нуждаются в восстановлении. Господь, когда я произношу эту молитву и все слушают, я благодарю все сердца, которые открываются Тебе сейчас. Мы согласны, едины в вере, молимся друг за друга. Даруй нам, Господь, чтобы мы могли с благодатью преодолеть все трудности и идти по Твоему пути. Наполни нас Своим Святым Духом, который направляет нас во всей истине и позволяет нам жить жизнью, прославляющей Тебя. Благослови нас, Господь, Своим присутствием. Мы в изобилии ощущаем Ваш глубокий покой, радость и любовь. Сохрани нас от сетей врага, и да будет рука Твоя на нас во веки веков. Мы заявляем, что Ты, Господь нашей жизни, даешь победу в каждой битве, исцелишь каждую рану и болезнь и удовлетворяешь каждую нужду. Сотвори волю Твою в нашей жизни и в жизни моих близких, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Спасибо, Господь, за то, что услышал и ответил на мою молитву во имя Иисуса. Аминь. Представьте себе солнце, сияющее над широким открытым полем. Как солнце всегда на небе, каждый день даря свет и тепло, так и Бог всегда с нами. Даже когда облака закрывают солнце, мы знаем, что оно все еще здесь. Даже когда мы переживаем трудные времена и не можем видеть его, Бог с нами. Оно всегда здесь, как солнце над головой. Сегодня давайте обнаружим постоянное присутствие Бога в нашей жизни, поймем Его руководство, черпаем от Него силу и научимся жить в свете Его постоянной любви и поддержки. Я также молюсь вместе с вами мощной молитвой во могущественное имя Иисуса, так что оставайтесь до конца и откройте свои сердца, чтобы получить благословение этой молитвы. Друзья мои, в Исаии 41:10 Он уверяет нас: «Не бойтесь, ибо я с вами, не бойтесь, ибо я Бог ваш. Я укреплю вас, да, я помогу вам, я поддержу ты, праведная десница». Эти слова являются мощным напоминанием о постоянном присутствии и защите Бога. Подобно тому, как солнечные лучи достигают земли, Божья рука всегда тянется к нам, предлагая силу, руководство и постоянное присутствие в каждый момент нашей жизни. Обладая этой божественной уверенностью, давайте откроем для себя глубину вездесущей поддержки Бога, давайте узнаем, что Его неизменная любовь и сила являются нашими постоянными спутниками на этом жизненном пути. Давайте теперь попытаемся понять динамику присутствия Бога. Присутствие Бога – это поддерживающая жизнь сила, которая постоянно присутствует в нашей жизни,
как воздух, которым мы дышим, невидимое для наших глаз, но необходимое для нашего существования. Священное Писание в Деяниях 17 часов 28 минут подчеркивает эту истину, ибо мы им живем и движемся и существуем. Это глубокое утверждение напоминает нам, что суть нашего существования, все движения и бытие глубоко переплетены с присутствием Бога. Это присутствие, которое не колеблется и не исчезает, постоянный, непредсказуемый и всегда доступный. Возможно, мы не всегда сможем увидеть его нашими физическими чувствами, но он также реален и жизненно важен, как воздух, от которого мы зависим каждую секунду дня. Это божественное присутствие находится за пределами простого существования. Это источник нашей силы, радости и мира. В каждом испытании, с которым мы сталкиваемся, Бог всегда рядом, чтобы поддержать нас своей правой рукой. В минуты радости Его присутствие увеличивает наше счастье, напоминая нам о Его вечной любви и заботе. Во времена горя или неуверенности Его присутствие приносит утешение и безопасность, напоминая нам, что мы никогда не одиноки и никогда не забываем. Божье присутствие – это не просто фон нашей жизни, активный и динамичный. Он взаимодействует с нашей жизнью, формирует наши путешествия и направляет наши пути. В тихом шепоте наших сердец, во внезапных осознаниях во время молитвы, в неожиданных благословениях, которые скрашивают наши дни, и в силе, которую мы обретаем в минуты слабости. И на каждом нашем шаге Бог рядом с нами. Его присутствие является постоянным напоминанием о Его бесконечной любви и верности. По мере того, как мы возрастаем в нашей вере и углубляем наши отношения с Богом, углубляется осознание Его присутствия. Мы начинаем узнавать Его руку в сложных деталях нашей жизни и видеть Его работу в красоте вокруг нас, людях, которых мы встречаем, и ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. Это осознание создает более глубокое чувство мира и удовлетворения, потому что мы знаем, что любящее и поддерживающее присутствие Бога окружает нас в каждый момент нашего существования. А как насчет присутствия Бога в трудные времена? В разгар самых тяжелых жизненных сражений, когда кажется, что на нас давит тяжесть мира, легко почувствовать себя изолированным и подавленным. Однако именно в эти трудные времена присутствие Бога становится наиболее ощутимым. Псалом 23, 4-5 дает глубокое утешение и говорит: «И если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты со мной, Твой жезл и Твой посох утешают меня». Эти слова рисуют картину собаки-охранника, ведущей и охраняющей свое стадо. Даже Бог идет рядом с нами, Его присутствие успокаивает. Во времена страха и сомнений Он – твердая рука, которая ведет нас, утешительный голос, успокаивающий наши тревоги. В постоянном свете, который сияет в наши самые темные часы, Его присутствие превращает наши долины теней в путешествие надежды и стойкости. Он не обещает жизни без трудностей, но заверяет нас в своем постоянном соратничестве и поддержке во всех испытаниях. Эта божественная компания является маяком надежды, напоминая нам, что ни одна ночь не бывает слишком темной, чтобы Его свет мог проникнуть в нее, и не бывает слишком коварной, чтобы Его рука могла вести нас. Божье присутствие в наших трудностях – это не только источник утешения, но и источник силы. В моменты слабости, когда нам кажется, что наши собственные силы подводят нас,
Его сила становится совершенной. Друзья мои, трудности, с которыми мы сталкиваемся, часто могут стать катализаторами, которые углубляют нашу веру в Бога и приближают нас к Нему. Когда мы опираемся на Его силу, мы обретаем неописуемый покой и стойкость, которые несут нас. Этот мир приходит не от отсутствия проблем, а от осознания того, что Бог с нами при любых обстоятельствах. Его сила – наш щит, Его мудрость – наш проводник, а Его любовь – наша поддерживающая сила. Более того, присутствие Бога в трудные времена формирует наш характер и очищает нашу веру. Подобно тому, как золото очищается огнем, наша вера укрепляется и очищается в результате испытаний, с которыми мы сталкиваемся. Каждое испытание – это возможность для роста, возможность развить более глубокую веру в Божьи планы и цели для нашей жизни. Этот опыт учит нас терпению, настойчивости и надежде, превращая нас в более сильных и сострадательных людей. Если мы пойдем рука об руку с Богом по этим долинам, мы не только выйдем невредимыми, но и обогатимся, свидетелями Его верности, с обновленным духом настойчивости и надежды. Далее давайте посмотрим на признание водительства Божьего. Божье руководство в нашей жизни часто проявляется тихо и непритязательно, но его влияние глубоко и безошибочно, как легкий ветерок, который мы чувствуем нежно, но уверенно. Это руководство может проявляться во многих формах: слова Священного Писания, руководство Святого Духа, совет близкого друга или даже тихое движение нашего сердца. Притча 3:6 учат нас: «Он знает все пути ваши, и прямыми сделает стези ваши». В этом отрывке говорится о партнерстве с Богом, когда признание Его суверенитета открывает дверь к Его лидерству. Речь идет о доверии к Его общему плану, даже если путь вперед нам не ясен. Осознание Божьего направления в нашей жизни требует соответствующего чувства духовного осознания. Божье водительство часто проявляется не в драматических или зрелищных событиях, а в тихих, казалось бы, обычных моментах нашей повседневной жизни. Его можно найти в постоянных темах, которые возникают в наших ежедневных молитвах, в тихой убежденности, ощущаемой во время молитвы, или в неожиданных словах мудрости от кого-то, кого мы встречаем. Эти вещи несут в себе глубокую тяжесть Божьего водительства. Притча 3:6 – это не только ободрение, но и учение об активном участии Бога во всех сферах нашей жизни. Поступая так, мы открываемся бесчисленным путям, которыми Он может нас направлять. Признание Божьего руководства также включает в себя элемент терпения и ожидания. В отличие от мгновенного общения, к которому мы привыкли в наш цифровой век, распознавание воли и направления Бога часто требует от нас остановиться и подождать. В эти времена ожидания наша вера проверяется и укрепляется. В эти времена важно быть постоянным в молитве и укореняться в Слове Божьем. Пока мы ждем, наши духовные уши обостряются к Его голосу, и наша способность различать руководство укрепляется. Это ожидание является обязательством искать Божью волю, оставаясь открытыми Его временам и путям. Божье руководство часто соответствует дарам и талантам, которые Он нам дал. Эти способности, хотя они могут показаться естественными или врожденными, являются божественными благословениями, призванными вести нас к Божьей цели для нашей жизни. Когда мы используем эти дары, чтобы служить другим и прославлять Бога,
мы часто обнаруживаем, что его руководство становится яснее. Пересечение наших увлечений, талантов и возможностей служения может быть мощным индикатором того, куда Бог ведет нас. Признание руководства Бога – это многогранный процесс, который включает в себя духовную настройку, терпеливое ожидание Божьего времени, использование данных нам Богом талантов и общение с другими верующими на жизненном пути. Эти аспекты работают вместе, чтобы помочь нам распознать путь, который Бог наметил для нас, и следовать Ему. Давайте посмотрим на некоторые библейские примеры Божьего руководства. История Иосифа в Бытии является убедительной демонстрацией сложного и целенаправленного руководства Бога. Жизнь Иосифа, наполненную предательством, несправедливостью и лишениями, легко можно рассматривать как путешествие, полное несчастий. Но Иосиф оставался стойким в своей вере, и рука Божья была очевидна. Иосиф был порабощен и несправедливо заключен в египетскую тюрьму своими братьями, и Бог использовал именно этот опыт, чтобы подготовить его к великой судьбе. Он стал правителем Египта и спас многих от голода. История Иосифа, найденная в Бытие 37:50, является мощным напоминанием о том, что Божье водительство часто проявляется так, как мы не сразу понимаем. Это учит нас тому, что наши текущие трудности или неудачи не указывают на наш конечный пункт назначения. Бог работает в нашей жизни, сплетая воедино каждый опыт, каждое испытание и каждую победу, чтобы осуществить свой любящий и целеустремленный план для нас. Еще одним ярким примером является история Моисея, которого Бог призвал из горящего куста. Моисея попросили вывести израильтян из египетского рабства. Этот путь был полон препятствий и испытаний, но Моисей всегда следовал руководству Бога, и через него Бог творил чудеса. Эти библейские истории побуждают нас доверять Божьему водительству, зная, что Он с нами во всем. Также превратите наши испытания в свидетельство, а наши трудности в каналы для Его благословений и славы. И поэтому мы должны черпать силы у Бога. Получение силы от Бога является важным элементом нашего духовного пути, особенно в те моменты, когда нашей собственной силы не хватает. В Филиппийцам 4 часа 13 минут прекрасно сказано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это библейское обещание касается не бесконечного запаса физической энергии или интеллектуальных способностей, а более глубокого источника силы, духовной силы, которая исходит непосредственно из наших отношений с Богом. Именно эта божественная сила позволяет нам мужественно и непоколебимо верить в лицо многочисленным жизненным испытаниям. Это напоминает нам, что наши способности в сочетании с силой Бога могут помочь нам справиться с любой ситуацией. Эта Богом данная сила особенно очевидна во времена испытаний и скорбей. Легко чувствовать себя сильным, когда дела идут хорошо, но истинная духовная сила лучше всего проявляется в моменты слабости, когда мы сталкиваемся с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями или когда боремся с, казалось бы, неразрешимыми проблемами. Сила, данная Богом, поможет вам выстоять. Эта сила позволяет нам твердо стоять в своей вере, даже когда она подвергается испытаниям, и проявлять благодать и прощение в ситуациях, когда это сделать труднее всего. Это сила, которая не только помогает нам упорствовать, но и позволяет нам расти и превращать наши испытания в свидетельство веры. Сила, которую мы получаем от Бога,
предназначена не только для нашей личной выгоды, это также готовит нас к тому, чтобы быть источником поддержки и ободрения для других. Как писал Павел в своем письме филиппийцам, эта сила передается нам, чтобы мы могли укреплять других, когда они в этом нуждаются. Когда мы полагаемся на Божью силу, мы становимся проводниками Его силы, принося надежду и стойкость тем, кто нас окружает. Данная Богом сила укрепляет нашу способность сопереживать, предлагать помощь и говорить слова ободрения. Таким образом, наши битвы и победы становятся общим опытом, который создает сильное и поддерживающее сообщество веры. По сути, получение силы от Бога означает признание наших собственных ограничений и добровольное доверие к Его бесконечной силе. Речь идет о признании того, что даже когда у нас есть трудности, мы никогда не одиноки в этих проблемах. Данная Богом сила – это источник стойкости, который поддерживает нас и позволяет нам преодолевать любые препятствия. Это свидетельство постоянной поддержки и неприходящей силы, к которой мы имеем доступ через нашу веру. Продолжая идти по жизненному пути, мы должны делать это с уверенностью в том, что необходимая нам сила всегда доступна в дары любящего и могущественного Бога. Дорогие мои друзья, давайте придерживаться понимания того, что Бог всегда с нами. Он наш проводник в самые темные ночи, наш источник силы перед лицом трудностей и наш постоянный спутник на каждом этапе жизненного пути. Наше сегодняшнее открытие подтверждает, что Божье присутствие, руководство и сила всегда присутствуют в нашей жизни. Они – компас, который нас направляет, щит, который нас защищает, и свет, освещающий наш путь. Даже в те моменты, когда мы чувствуем себя одинокими или неуверенными, помните, что присутствие Бога так же несомненно, как земля под нашими ногами и небо над нашими головами. Его руководство – это карта, которая помогает нам преодолевать жизненные трудности, а Его сила – это якорь, который удерживает нас в штормовом море. Давайте двигаться вперед с этими знаниями и верой, принимая каждый день с верой и надеждой, зная, что Бог всегда рядом с нами. Теперь всем, кто слышит мой голос, обратимся к Господу в молитве. Я хочу, чтобы вы помолились этой молитвой вместе со мной, чтобы вы получили все благословения в этой молитве. Помолимся нашему милостивому и любящему Богу. Наш Небесный Отец, всемогущий и вечный Бог, я предстаю перед Тобой с сердцем, полным хвалы и благодарения. Ты – Создатель всего, вечный Царь и источник всей жизни. Твое величие и слава превосходят всякое понимание. Я восхваляю Тебя. Господи, Ты могущественный, и Твоя постоянная любовь остается навсегда. Ты – постоянный свет нашей жизни и твердая скала, на которой мы стоим. Господь, спасибо Тебе за Твои бесконечные благословения, дыхание жизни и за Твое присутствие, которое окружает меня. Спасибо за то, что Ты мой проводник, моя сила и мой защитник. Благодарю Тебя за Твои обещания, которые укрепляют меня, помогают мне и поддерживают меня своей правой рукой. Отец, я прошу прощения за мои грехи. Очисти меня своей благодатью и направь меня на путь праведности. Я также прощаю тех, кто причинил мне боль, оставляю всю горечь и принимаю Твой мир и любовь. Господь, пока я иду по жизни, позволь мне всегда чувствовать Твое направляющее присутствие, направляющее меня на правильный путь. Во имя могучего Иисуса.
Я провозглашаю победу над каждым испытанием, с которым сталкиваюсь. Я заряжаю каждую атаку врага. Я связываю всех духов страха, сомнения, беспокойства и смятения. Я заявляю, что я больше, чем победитель благодаря Христу, который укрепляет меня. Прошу вашего исцеляющего прикосновения к моей жизни и жизни моих близких. Исцели наше тело, разум и дух и позволь Твоей силе проявиться в нашей жизни. Господи, прошу Твоей защиты над нами, защити нас от бед и защити нас от сетей врага. Уведи нас от искушения. Я молюсь о благословениях в нашей жизни. Благослови наш дом, дело наших рук и наши отношения. Я молюсь о Твоем ежедневном обеспечении в нашей жизни, веря в Твое обещание удовлетворить все наши нужды согласно Твоему богатству и славе. Дай нам хлеб наш насущный и поддержи нас ежедневно Твоей благодатью и изобилием. Пусть Ваша благодать и милость сопровождают нас во всем, что мы делаем. Когда я молюсь этой молитвой со всеми, кто слушает, Господь, я благодарю каждое сердце, которое смиряется перед Тобой. Мы соглашаемся, молясь друг за друга и просим Вашего руководства, силы и любви в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с жизненными проблемами. Помоги нам помнить, что Ты всегда с нами. Наполни нас Твоим Святым Духом и позволь Твоему свету сиять через нас. Господь, мы провозглашаем победу во имя Твое. Мы несем жизнь и здоровье в каждую часть нашего существа и доверяем Твоей чудесной силе, которая обновляет и исцеляет. Пусть каждая разбитая душа будет исцелена, каждая физическая болезнь будет исцелена, и каждая обеспокоенная душа обретет покой в Твоих любящих объятиях. Мы благодарим Вас за Вашу защиту и руководство. Покрой нас Своей благодатью и любовью. Ваш божественный мир поселяется глубоко внутри нас, успокаивая наши тревоги, рассеивая наши страхи и обеспечивая постоянный якорь в жизненных бурях. Сотвори волю Свою в нашей жизни и в жизни наших близких, как на небесах. Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Спасибо, Господь, за то, что услышал и ответил на мою молитву во имя Иисуса, я молюсь. Аминь. Хотите узнать больше о таких способных изменить жизнь идеях? Тогда переходите к нашему следующему видео. Это путешествие, которое вы не захотите пропустить. Нажмите на видео, и пусть универсальная мудрость продолжает течь. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии веры и открытий. Помните, идя вперед, давайте нести с собой уверенность в том, что Божье присутствие, руководство и сила всегда доступны нам. Если это сообщение трогает ваше сердце и находит отклик в вашей душе, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше такого воодушевляющего контента. И не стесняйтесь поделиться этим видео со своими друзьями и близкими, чтобы они тоже могли ощутить мир и надежду, которые приходят от знания того, что Бог всегда с нами. До тех пор, пока мы не встретимся снова, пусть Бог благословит вас и направит вас на каждом этапе пути. А пока, до свидания и храни Бог.